Ничего не понимаю. Что это за конкурс такой, в котором одному чуть руку не оторвали, другому ухо? Что это за институт? И вообще вы экзамены сдавали? Или мордобитием занимались? Ты хоть знал, за что дрался, а? Я в твои годы знал, за что дрался. Или друга спасал, или негодяев-подлецов наказывал. А ты? Ну, что теперь будешь делать, а? Бездельничать? Не позволю. Не позволю. Я в 12 лет начал работать. В твои годы пас овец. 400 голов. Дом построил. Женился на лучшей девушке аула. Кстати, на твоей матери. А ты? Так вот, хватит дурью маяться. И найди себе работу здесь. Понял? Да, Батырбек, ты, друг, не обижайся на отца. Я как-то раз в твои годы за один день 7 волков убил. Как сейчас помню. Холодная зима. Да слышал. Вы лучше ружье свое уберите, а то вдруг оно бабахнет. Отец Сапара говорит. Как? Неужели твой брат не поступил? Я, говорит, в его годы уже директором школы был. Директором школы? А депутатом он не был? Или героем труда? Как можно сравнивать? Тогда и с 4-классным образованием можно было стать директором школы. А сейчас думаю, что так легко поступить в институт. А на чем ты срезался-то? Задачку не решил? Да все я решил. Я решил, они спрашивают, как вы решили? Объясните, как вы рассуждали? Я говорю, да никак не рассуждал. Но они говорят, не самостоятельное решение. 2. Я взял документы и уехал. А почему ты не мог объяснить, как рассуждал? Да рука болела. Чуть с ума не сошел. А где это ты? Да иду в первый день по улице. Стоит пес такой раскрашенный. Ну, и 2 парней дерутся. Один как крикнет, наших бьют. Ну, я и кинулся на помощь. А кто это был-то? Не знаю. Лицо вроде знакомое. А, ладно. Все, Аян. Начнем новую жизнь. Беги к Мухтару. Скажи, что завтра приду к нему на комбайн. Будем работать, как прошлым летом. Понял? Да. Мухтар сказал, пусть приходит. А что ты делаешь? Фундамент для дома рою. Для какого дома? Я в твои годы так много вопросов не задавал. Отец хотел построить новый дом. Старый совсем развалился. Вот и будем строить новый. Ух ты, вот отец удивится. Ты лучше подумай, кто у нас самая лучшая девушка в Аксу? Айгуль.
Какая Айгуль? Ну, из 5-го. Дурак. Я тебе про тех говорю, кто школу кончил, у кого паспорт есть. Ну, тогда, может, Раушан? Ее же все называли гордой школой. Ну, Раушан так Раушан. Напишем письмо. А что напишем? 10 лет я учился в школе и думал о тебе. Приготовь паспорт. Батырбек. Так сразу по паспорту писать? Так и пиши. Понимаешь, я хочу успеть, пока отец с гор не вернулся. Понял? Да. Ну тогда действуй. Куда бежишь? На, Раушанке письмо несу. А что за письмо? Да вот, Батырбек жениться решил. На Раушанке? Ему там, наверное, не руку повредили. А вот здесь, с чего это он? Ну зачем на Раушанке? Зачем? Ты что, не помнишь, что ли, как она к нам в школе придиралась? Почему руки грязные? Почему опоздали? Почему то? Почему это? А если у вас жить начнет, тогда что будете делать? Так что, если хотите выступать в нашем клубе, оденьтесь, пожалуйста, поприличнее. Ну да, в человеке все должно быть прекрасно. Напрасно смеетесь. Заявляю вам абсолютно серьезно. И потом, что это за название? Степные волки. Волки – это хищники. А мы хищники. Наша мама пришла, молочка Эх принесла. вы, знали бы, сколько они овец погубили в этом году. Видишь? Даже чужих ругает. Не стоит с ней связываться. Волков беречь надо. Знаешь, на ком лучше жениться? На Куляш. Столько анекдотов знаем. С такой не соскучишься. А вдруг она не понравится, Батырбек? Ты что? Думаешь, он анекдоты не любит? Баянка, Куляш дома? Нет, в баню ушла. Ну, теперь не скоро вернется. Баня-то новая, красивая. Жаль, времени мало. Ой, как я про Бибигуль забыл. Такие пирожки с печенкой делает. Пальчики оближешь. Пошли? А Батырбек, кажется, печенку не любит. А, у них каждый день новое блюдо. То борщ, то пельмени, то котлеты по-московски. Котлеты? Любишь? Бибигуль дома! Бибигуль увезли на свадьбу, Сырыкуль на свадьбу. Плов готовить. Тоже мне нашли время жениться. Проморгали. Вот не везет. Что будем делать дальше? Пошли. Слушай, может, Рыска тоже хорошая девушка. В длину на 5,5 метров прыгает. Первое место в районе. Здесь плохо видно. Пойдем туда. Смотри, дерутся. Ух ты! Вот дает чемпионка. Ну? Не. Батырбек и она ни за что. Да, опять не повезло. Мать зовет. Пойду. Ты уж сам кого-нибудь поищи. А, ты это... Главное, Рушанке письмо не отдавай. Понял? Да, легко сказать. Ох, Батима, опять читаешь? И в кого ты такая уродилась? Сегодня ночью мне приснилось, будто я летаю над
над нашим домом. Ну-ну, высоко ты забралась. Да. Летаю, летаю, а приземлиться не могу. К чему бы это? В нашем роду никто еще не летал. Просто некогда было. Отнес? Отнес. Ну что сказала? Ничего? Молчание, знак согласия. Значит, свадьба через месяц. Батырбек. А, Батырбек, ты знаешь, я... Аян, ты спишь? Нет. Тогда иди сюда. Ты письмо напишешь? Кому? Смогулу. Угу. Дорогой мой сын Смогул, хотя у тебя нет времени, раз ты зубной врач и рвешь людям зубы, ты все-таки приезжай, пока я жив. Баранов я продал. Остался один осел. Но и его могу продать, если это надо будет. И еще у меня есть ружье. Потому что я колхозный сторож. Куда ты смотрел? Ну, сейчас получите. Бей по этому полосатому. Эй, собака! Разиню. Тоже мне. Ордабаев нашелся. Ты тоже, разиня. Нашел, кому отдать. Да она же уродина. У нее ноги, как у цапли. Она же ничего не видит. Ты хоть раз видел, чтобы кто-нибудь с ней танцевал на вечере? Куда ты смотрел? Никуда я не смотрел. Думал, девушка как девушка. Вчера она мне даже понравилась. Ха, в темноте-то. А ты днем на нее посмотри. Смотри, смотри, вон она идет. В угол огородная. Ну что я тебе говорил? Ладно, не расстраивайся. Понял. Надо ей написать такое. Вот, например, ты видел когда-нибудь, чтобы она каталась на велосипеде? Нет, не видел. Давай так и напишем. Батима, ты мне нравишься как человек.
Но умеешь ли ты кататься на велосипеде, как девушка? Батербек, а? А, Батима, хорошо, что пришла. В углу стоят плакаты. Повесь их, пожалуйста. Первыми о вреде курения. Ракияпа, вы сидите у меня 2 часа. Что у вас все-таки болит? Ничего мне не болит. А чего же вы сидите? Просто потому, что здесь у тебя хорошо пахнет. Любите запах лекарств? Разве эти плакаты, Батима? Я просила тебя повесить. Как ты только в школе училась, боже мой, такая рассеянная. Озгинапа, а зачем вы повесили сюда эту фотографию? Дома у меня тоже такая есть. Просто Кадыр однажды сказал, если любишь, и на работе не забывай. Вот я и повесила. А он, когда ухаживал за вами, просил научиться кататься на велосипеде? Велосипеде? Он приехал ко мне на белом москвиче, и мы с ним поехали в ЗАГС. Да? Вон тот на моего барана похож. Надо же. Зачем столько баранов нарисовал? А? Меня директор попросил, чтобы я изобразил историю вашего аула. Совхоз-то ведь овцеводческий. Главное ведь люди, а не бараны. Арбузы у нас тоже есть. И хлеб тоже, особенно в этом году. Хорошо. Хлебные поля я нарисую в середине. Что это? Батима едет. Ой, может, она ушибла. Ребят, надо... Фу ты, Господи. Совсем спятила девка. И откуда она этот велосипед достала? Что случилось? Ничего, А чё домой обедать не идешь? руки-ноги болят. А Мухтар где? Он уже месяц работает. У него ничего не болит. Привык. А что это у тебя с глазом? Оса укусила. Батырбек, а ты еще не раздумал жениться? Может, не стоит? Как это не стоит? Раз сказал женюсь, значит женюсь. Вот так. Ах ты! Ну, догоню.
Мама! Сегодня Батима на велосипеде такое вытворяла. Ужас. Почтальона нашего Хакима чуть с ног не сбила. А во дворе у Ракии самовар опрокинула. Двойняшки Бахыт и Жардем шли по улице. Она как промчится между ними, они так и разлетелись. Поди до сих пор ищут друг друга. А Раушан была? Нет. Я ее тоже не видел. Может, ей второе письмо написать? А то подумает, что я про нее забыл. Неси бумагу, напишешь. Может, сам напишешь? Нет. У тебя это лучше получается. А я помогу тебе начать. Каждый раз, когда я приходил на комсомольские собрания, за столом президиума, я видел тебя, Раушан. Разве всегда не видел? Ты же с ней в одном классе учился. Ты ничего не понимаешь. Она ведь не просто приходила. Она его проводила. Когда я слышал твой отчетный доклад. При чем тут доклад? Ты должен писать про ее лицо, про глаза. Ты думаешь? Ну, хорошо, напишем. Твои глаза похожи на что, Аян? Раньше писали похожие на звезды. А сейчас по-разному пишут. Может, в календаре для женщин посмотреть? Там разные стихи бывают. Неси. Твои глаза, как два тумана. Полуулыбка, полуплач. Как два тумана. Здравствуй, Аян. Здравствуй, Батырбек. Здравствуй. Ну, как работа, Раушан? Что нового? Ты знаешь, ведь скоро совещание овцеводов. Готовимся, сводки пишу. А сколько у нас ягнят в этом году? По 142 с каждой сотни овцематок. А как с уборкой хлеба? Какие последние данные? По 25 центнеров с гектара. Мало, конечно, но ведь впереди еще месяц. А когда мы покончим с уборкой и жатвой, чем займемся? Заготовкой кормов. Вот дом строю. Может, понадобится? Скоро. А что у тебя с волосами, Батырбек? Такие длинные. Хочешь, чтобы отрезал? Мне кажется, короче лучше. Ладно, отрежу. А у тебя тоже, знаешь, платье могло бы быть подлиннее. У меня? У тебя. Очень прошу тебя, пожалуйста, надень подлиннее. Хорошо, я подумаю. А ты знаешь, Батырбек, я на тебя надеюсь. А что такое? Как-то давно у нас не было рекордов, особенно среди молодежи. Ты бы мог показать, на что ты способен. Кто, я? А кто же другой? Ну, давай, пока. Скрывает свои чувства. Притворяется, что между нами ничего нет. Рекорд ей, видите ли, нужен.
До свидания. До свидания. Выздоравливайте. Спасибо. Это ты пригласил ко мне эту ненормальную? 3 таблетки в день, 3 таблетки в день? Не болен я. Раз заболели, Казанбек, это лечиться надо. А почему мне нельзя спать на крыше? Отсюда я всю деревню вижу. А дома? Как в могиле. Один. Что-то Калтай не едет. Так давайте напишем ему письмо. Давай. Дорогой мой Калтай, как ты живешь? Как работа? Как невестка? Как Рустем? Как Серик? Как Смагул? Как Сауле? А твой балкон не рухнул? Ты говорил, что плохо держится. Чего стоишь? Иди сюда. Залезай, поработаем. Чего ты такой кислый? Понимаешь? Батырбек думает, что Рушанка его невеста. А Батима катается на велосипеде и тоже думает, что она его невеста. Может написать так? Батима, сможешь ли ты закинуть мяч в баскетбольную сетку с 20 метров? Потренируется и сможет. Она способна. А если это? Может ли она запустить в небо бумажного змея? Помнишь, в школе делали. Ни у кого не получилось. И у нее не выйдет. Да. Этого она не сможет. Говорит радиоузел Аксу. Здравствуйте, товарищи. К сведению тружеников села. Просим всех комбайнеров явиться в клуб на очередное собрание для подведения итогов по уборке хлеба. Приду, Раушан, приду. А я? Ставь самовар. Не могу опаздывать, когда девушка просит. Уже готов. Сейчас чайник принесу. У тебя бараны и то лучше получились. Ну что это за лица? Неужели нельзя нарисовать живое хорошо. человеческое лицо? Так за что людям деньги платят?
Это же моя полоса, слышишь? Стой! Ты что тут скачки устраиваешь? Это ж тебе не ипподром! Вместе со всеми тружениками нашей области мы уверенно идем к выполнению поставленных перед нами задач. Я думаю, что со всеми указанными недостатками мы справимся. Сейчас она перейдет к положительным примерам. Итак, товарищи, перейдем к положительным примерам. Вот Батырбек в этом году окончил школу. Остался работать в колхозе. А что ему остается? Он же не поступил в институт. Стал комбайнером. За полдня выполняет 1,5 Машину нормы. угробил, все придется заново собирать. Всегда добрый, отзывчивый, готов помочь товарищам в беде. Батырбек, ты, оказывается, герой, и нам пример брать с тебя надо. Идем, идем домой, идем. Мы уже все купили. Сейчас денежки заплатим. Батима, ты что решила, все платья на себе перемерить? Было 2 метра, стало 3. И чего она белые туфли купила? Под белое платье. Во прикол. Зря мы с ней связались. Представляешь, Раушанка-то меня перед всеми посмешищем выставила. Не разобралась, что я чуть машину не сломал. Что Мухтар меня за мой рекорд чуть с работы не снял. Нет, не скажешь, что это Раушанка. Умная девчонка. Да, видно, я поторопился с этой женитьбой. А. На что смотрите? Да какой-то москвич сюда едет. По-моему, эта машина Калтая. Нет, это машина завклубом. Обещался, а не едет. Касымбек это? А? А вот почтальон Хаким написал своим детям, что он женится. И они сразу же приехали. Может, и вашим написать? Оскорбить память моей Галии. Жениться. Да вы же не по-настоящему женитесь, а понарошке. А что? Давай. Да вы ложитесь, Касымбек это. Хорош жених. И звезды, и солнечный свет, есть дом родной, и тепло огня. И у меня, и ты у меня. Знаешь, что мне сказал Касымбек ата? Если обещать девушке жениться на ней, а потом отказаться от нее, она может жизни себя лишить. А, это раньше говорили. А сейчас? Камиле, 3-й парень обещает жениться, а не женится. Она же не переживает. Современная девушка. А Батима, современная она девушка? Я думаю, ей надо написать еще одно письмо. Что мы все требуем от нее? Сделай то, сделай это. Так ей же лучше. Раньше она не умела кататься на велосипеде, а теперь умеет. Раньше в глаза не видела бумажного змея, а теперь сама научилась делать.
Почему она все делает? Зачем верит? Дурочка, потому что. Была бы умная, давно бы догадалась. А, ладно. Давай пошлем это письмо, а там видно будет. А ты хорошо подумала? О чем я должна думать? Ну, о перемене своей жизни. Ну, конечно. Не сидеть же мне вечно в ауле. В медицинский я не поступила. Поработаю 2 года в райкоме, меня Рамхан обещал устроить. Потом буду поступать. Так ты уезжаешь? Конечно. А как же свадьба? Какая свадьба? Свадьбу председателя мы справили в июле. Серебряную свадьбу бригадира в августе. О какой свадьбе ты говоришь? Отнеси Раушанке. Если ты любишь, в полночь приди. Если не любишь, не приходи. В полночь на мосту. Че, прям сейчас, что ли? Да. Пора разобраться с этой гордостью школы. Как-то странно она себя ведет. Здравствуй, Батырбек. А, это ты, Батима? Здравствуй. Давно не виделись. Да. А ты что, никуда не ездила поступать? Ты знаешь, я сначала хотела ехать, а потом, Где же она? А ты что это ночью гуляешь?
Я? Ну да. О, да ты нарядилась. Какое платье красивое. Ты, наверное, куда-нибудь спешишь. Да, завидую. Завидую тому парню, к которому ты спешишь. Ну-ну, я ничего. Это твое личное дело. Ну, увидимся. Увидимся. Батербек, идем домой. А ты что тут делаешь? Ну идем, не придет она. Как? Раушанка не придет? Нет, Почему? потому что она не получила письма. Не получила? Разве ты ей не отнес? Я вообще ни одного письма ей не относил. Ни одного? Ни одного. Значит, я не женюсь? Не обязан. Братишка ты мой дорогой, какой же ты у меня молодец! Я не женюсь! Не женюсь! Не женюсь! На Раушанке! Не женюсь! Не женюсь! Не женюсь! На Раушанке! Не женюсь! Не женюсь! Не женюсь! А ты никого здесь больше не видел? Никакой другой девушки не видел? Девушки? Нет. А, протопала здесь эта бедняжка Батима на каких-то ходулях. А девушки нет. Так ты что? Ей что ли отнес письмо? Батиме? У тебя что, глаз нет? Это у тебя глаз нету. Ты чего там прячешься? Это ты принес? Да. Шалфей от сердца, душица от дурного глаза, а мята, если обидит кто. Я не просила твоего брата писать мне письма. Это не он, это я писал. Все письма? Понимаешь, Касымбек Ата говорит, что не каждому человеку дано хорошее зрение. Один смотрит и видит орла в вышине. Второй смотрит и видит, пыльная буря идет. А третий смотрит и ничего не видит. Одну выжженную степь. Вот так, наверное, и Батырбек. А я, например, сразу увидел. Твои глаза сияют, как алмаз. Да чего обленились люди? На одной улице живут, а перейти дорогу, чтобы поговорить, не могут. Письма, видите ли, пишут. Да? На, держи. Спасибо большое. Не надо читать. Это опять мое. Нет, почему же? Прочтем? Здравствуй, Батима. Как ты живешь? Современная ли ты девушка? У
умеешь ли ты играть на каком-нибудь музыкальном инструменте? Ответ. Не умею. Современная ли я девушка? Не знаю. И вообще, ничего я не умею. Неправда. На велосипеде ведь научилась кататься. И змея бумажного сделала. Батима, в детском саду воспитательница заболела. Заведующая спрашивает, может, ты придешь вместо нее? Не получится у меня. Я с ними не справлюсь. А чего там справляться? Шлепнешь 2 раза, покормишь 3 раза, вот и все дела. Ну ладно, я скажу, что ты согласна. Да. Весь день в ауле обсуждали, кого же унесет ветер. Стало известно, что завтра в ауле ожидается большой ветер, и он с собой кого-то унесет. Один цыпленок попросил, чтобы ветер унес его из аула, потому что один толстый человек, который съел корову, козу, барашка и петуха, теперь хочет съесть и его. Полез цыпленок на крышу и упал, не взлетел. Полез во 2-й раз, высоко забрался. Весь аул увидел, жалко ему стало улетать. Не хочу, чтобы он улетал. Не хотим. Ну, хорошо. Хорошо. Остался. Пусть будет по-вашему. Но вы забыли про толстого человека. Ведь если цыпленок спустится с крыши, толстый человек, Цапар, покажи, а сейчас выручай. А еще один человек, который хвастаться любил. Я, говорит, все могу. Захочу, дом построю. Захочу, на лучшей девушке в ауле женюсь. Так вот этот хвастун тоже попросил ветер. Возьми, говорит, меня с собой. Очень тебя прошу. Хочу, говорит, странствовать. А ветер отвечает, не могу я тебя взять. Дом свой ты не достроил, лучше девушки ты не нашел. Не все ты умеешь видеть, не все ты умеешь слышать. Оставайся в своем ауле. Кто бы мог подумать, такой парень, а никому, оказывается, не нужен. Ну что, артист, пойдем домой? Как хочешь. Здравствуй, дед. Сколько я тебя ждал, а? Вот мы и приехали. А тебя смогу, я поколочу. Всыпьте ему, из-за него и задержались. Отец, вы в самом деле женитесь? А ты считаешь, не могу, а? Ух, характер, отец, у вас. Характер. Нет, я тебя все-таки поколочу. Ой, отец, совсем не бережете себя. Да. Сколько раз я вас просила, приезжайте к нам. Да куда я, дочка, отсюда поеду? Чего это они все приехали? Никогда же не приезжали. А он нам написал, что женится. Вот они и приехали. А он в самом деле женится? Да не, он им просто так написал, чтобы они испугались. Нет, нам с Касымбек-ата рано жениться, а то нарвешься на какой-нибудь Раушан. Почитай стихи. Ее глаза сияют, как алмаз. А кто ее обидит, получит в глаз. Значит, ты ей относил все письма. Ага. И что же она? Все выполняла? Еще как?
сколько из-за тебя натерпелось. Вообще из-за такого дурака, как ты, не стоило бы. Зря она этим письмам верила. Сколько раз с этого велосипеда падала. С бумажным змеем через весь аул. Километров 10, наверное, пробежала. А змея-то она сама сделала. Туфли купила вот на таком каблуке. Мучилась, ходила. И все ради тебя, дурака и шака. Чего смеешься? Я сам на ней женюсь, понял? Батима, выходи за меня замуж. Почему? Потому что для меня ты лучшая девушка аула. Что, отец возвращается? Боишься не успеть? Ну как же, работа теперь у тебя есть, дом построил, осталось только жениться. А на ком? Какое это имеет значение? Ну что ты говоришь? Батима, ты мне правда нравишься. Ты для меня самая... Лучшая. Раньше была худшая, а теперь стала лучшая, да? Батима, поверь. Я правда хочу, чтобы мы были вместе. От того, что я переменила платье, прическу, я стала лучше. На, неси. Ага. От того, что художник рисует мой портрет, я стала лучше. Какой еще художник? Да не то. Ага. Ну ведь я такая же. Взгляни. Я ничуть не переменилась. Батима, послушай меня. Выслушай. Уходи. Видеть не могу. Ах так, не нравлюсь. Да. А на велосипеде за меня училась кататься? Училась. А белые туфли покупала? Ну, покупала же, ну. А на свидание со мной приходила? Приходила. Пусть отсохнет у меня язык. Так. Пусть развалится эта печка. Ага. Пусть скиснет молоко у нашей коровы, если все это я делала ради тебя. Хорошо. Да. Молоко уже прокисло. Печка вот-вот развалится, а язык у тебя отсохнет от твоей злости. Ты почему ломаешь? Между прочим, я не ломаю, я строю. Я за 2 недели себе построил дом. Сарай для ишака, а не дом. Ну, знаешь. Так говоришь, она отказалась выйти за тебя замуж? Да, отказалась. Касымбек, ты, я вижу, слез наконец с крыши. Можешь мне наточить пилу? Подожди, Ракия, подожди, не до тебя. А какие слова ты ей говорил? Может, не те слова сказал? Вот помню, когда я прискакал свататься, а к моей Галие прискакал я на горячем, на красивом белом, на любимом моем скакуне. Она вышла ко мне, такая нарядная, как утренняя звезда. И я сказал ей: Галия, я увезу тебя на край света. Ты похитила мой разум. Мое сердце разрывается от любви к тебе. Хочешь стать моей женой? И она сказала: да, Касымбек. Касымбек, Касымбек, хорошо рассказываешь. Да не так все было. Пришел ты пешком, а мы с Галией пшено толкли.
вошел к нам во двор и сказал: лошадь захромала, чапак порвался, зашить некому, мясо сварить тоже некому. Войди, Галия, в мой дом, хозяйкой будешь. Скажи, разве не так все было, а? Может, так, а может быть, не так. Кто его знает? И все-таки хорошо было. Так-то, друг, не в скакуне дело. Главное, чтоб тебе поверили. Да-да, верно говоришь. Пошли, Ракия. О, здравствуй, доченька. Здравствуйте. Какая ты нарядная. Здравствуй. Здравствуйте. Видал? Здравствуйте. Здравствуйте. Я вас давно жду. Всю ночь не спал, так волновался. Да, заливай. Я вам так благодарен, что вы согласились позировать. У вас удивительное лицо. Я уверен, что портрет получится прекрасным. Правда, это только набросок, но еще 2-3 сеанса, и я закончу ваш портрет. Ведь вы еще придете, правда? Полминуты прошло. Батербек! А, Батербек! Ну чего тебе? Выходи! Чего там под водой сидишь? Тебя на собрание вызывают. Грамоты хотят наградить. Отстаньте вы от меня. Не нужно мне никакой грамоты. Видеть никого не хочу. У него, наверное, от горя жабры вырос. Пошли. За высокие трудовые показатели в уборке урожая награждаются почетной грамотой Аксуйского района следующие товарищи. Шильдерханов Марат. Шакашев Ербек. Нурахметов Батырбек. Говорят, ему Батима отворот-поворот дала! Галкой по голове ударила! От стыда на людях не показывается, в речке сидит. Надо же, такому парню отказала. Много о себе воображает. Слушай, пора кончать с этой историей. Ну надо, чтобы они наконец помирились. Надо, надо. Вот и придумай, если надо. Беги к Батиме и скажи, что Батырбека переехал комбайн. Понял? А ты беги к Батырбеку и скажи, что Батиму укусила змея. Ясно? Теперь все будет в порядке. Батима! Батима! Батима комбайн переехал! Умирай, дом! Дрожки, ножки остались! Гори, Батима! Комбайн переехал!
Здравствуй, сынок. Здравствуйте, отец. Опа. Ну, как вы тут без меня? Да, а где этот бездельник? Да что вы, отец? Он уже дом построил, грамоту ему дали за хорошую работу, а теперь жениться хочет. Подумаешь, дом построил, подумаешь, невесту нашел. А что он еще может? Невесту каждый может себе найти. Я в его годы пол Европы прошел. В Берлин въехал с победой. Орден получил. А ты говоришь, жениться. Надо еще человеком стать. Надо, чтоб тебя уважали.